день. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На сегодня мы находимся в состоянии принятого указа президента главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о введении режима повышенной готовности по причине коронавирусной ситуации. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается в полном объеме под контролем как государственных органов власти, так и муниципальных. Продолжают работать оперативные штабы отслеживания, мониторинг ситуации и принятия мер по недопущению коронавирусной инфекции на территории республики. Если оценивать прошедшие 2 недели, то необходимо обратить внимание, что, к сожалению, за прошедшую неделю отмечается некий небольшой рост количества заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора, она прежде всего связана в том числе и с новыми приезжающими и возвращающимися с отпусков гражданами республики. Но оценивая эту ситуацию на оперативном штабе, глава Республики Саха-Якутия обратил внимание, что это ситуация, которая находится также под контролем властей, так как были приняты все меры для того, чтобы непосредственно как предложить гражданам, органам местного самоуправления выявлять тех, кто приезжает и возвращается из отпусков, так и, соответственно, самим гражданам обращаться в медицинские организации в случае и соблюдать режимы самоизоляции в случае возникновения ситуаций, связанных с приездом в населенные пункты, в город Якутск из других населенных пунктов. Если брать за сутки, то за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом 31 случай приходится на город Якутск. В Мирнинском районе из районов самое большое количество случаев, 7 случаев, и тенденция по этому количеству случаев сохранялась всю и прошлую неделю. Связано это прежде всего с четкими действиями органов местного самоуправления, оперативного штаба Мирнинского района на территории района, по которым выявляются граждане, возвращающиеся в Мирнинский район после отпусков. В Алданском, Верхневилюйском, Намском, Нюрбинском и Чурапчинском улусах по 2 случая, в Болунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Ленском, Нерюнгринском, Маймиконском, Среднеколымском, Татинском и Усть-Алданском по 1 случаю. Все ближайшие контакты названных случаев выявлены и изолированы. К сожалению, на настоящий момент подтвержден по данным Роспотребнадзора 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Наши лаборатории продолжают работать в пределах 2000 анализов за сутки, и за прошлые сутки, так как у нас было воскресенье, выходные дни, 1988 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще, с периода пандемии на территории республики обработано 404 случая, 404 263 теста и, соответственно, исследований. Необходимо обратить внимание, что касается непосредственно спектра тех исследований, которые проводятся на территории республики. Как проводятся исследования ПЦР, так проводятся и исследования на антитела, которые по своему содержанию не являются процедурой, обеспечивающей или подтверждающей тот или иной медицинский диагноз. Поэтому непосредственно на настоящий момент, кроме государственных непосредственно учреждений здравоохранения, на территории республики, в том числе в городе Якутске, работает ряд лабораторий, на которых можно непосредственно проверить на наличие антител. Так как у нас в республике уже началась кампания, связанная с вакцинацией против гриппа, и кампания по диспансеризации, то на настоящий момент достаточно широко развернута сеть наших учреждений здравоохранения, которая непосредственно работает по выявлению антител и, соответственно, дальнейшей профилактики. Действительно, эта суббота-воскресенье в целом для медицинских организаций республики была очень напряженная. Во-первых, потому что начинается подъем заболеваний, связанных с ОРВИ и с гриппом. Медорганизации республики готовы к тому, что непосредственно госпитализация граждан будет осуществляться в разных учреждениях здравоохранения, маршрутизация разработана и, соответственно, готовы для лечения. Но сегодня у граждан, которые за субботу
субботу обработали наши медицинские организации рекордное действительно количество вызовов. Большинство из них связано с ОРВИ и с гриппом. В целях снятия вот такого психологического напряжения эти вопросы были урегулированы. На настоящий момент под особый контроль глава Республики Саха-Якутия поставил перед нами задачу оперативного штаба взять под контроль севера. Да, действительно, за прошлую неделю у нас появились новые случаи там, где их не было. Это и Усьмайский улус, один случай, на настоящий момент очаг оккупирован, и Среднеколымский улус. Соответственно, вся информация, которую мы сегодня даем по всем улусам, которые бы мы не давали, вся информация основывается только исключительно на подтвержденных данных Роспотребнадзора. Количество же людей, которые могут оказаться с предположительными диагнозами, либо же непосредственно связанными с тем, что с признаками какими-то определенными без диагнозов, оно всегда достаточно большое, и медики всех берут под наблюдение. Поэтому еще раз прошу обращать внимание на то, что достоверной информацией является информация, которую передает Республиканский оперативный штаб. Она у нас есть на соответствующих официальных каналах. Всем здоровья!